Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. В свете выполнения указаний и поручений основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, премьер-министр страны Кохир Расулзода в городах и районах Хатлонской области ознакомился с ходом работ по благоустройству и созиданию, а также с процессом берегоукрепительных мероприятий. Вначале премьер-министр страны Кохир Расулзода в городе Нурек ознакомился с ходом работ по благоустройству и созиданию, которые развернуты здесь в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В честь этого юбилея и с целью улучшения инфраструктуры селения и города в целом в Нуреке запланировано строительство 179 объектов. И из этого количества сегодня состоялась церемония сдачи в эксплуатацию 5 объектов, и до празднования Навруза будут введены в строй еще 10 сооружений. Премьер-министр страны потребовал от ответственных лиц области и города Нурек активизировать работы по благоустройству и созиданию согласно указаниям и поручениям президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Также премьер-министр страны в городе Нурек ознакомился с деятельностью производственных цехов и предприятий и Нурекской гидроэлектростанции. На предприятиях города Нурек специалисты эффективно используют современное оборудование и технологии, и в рамках 4-й стратегической цели правительства страны ускоренной индустриализации планируется обеспечение промышленного прогресса. Нурекская ГЭС была введена в строй еще в 70-е годы прошлого столетия и в связи с длительной деятельностью нуждается в ремонте. И было отмечено, что при постоянной поддержке и усилиях основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и с целью укрепления энергетической независимости в 2015-2016 годах было подготовлено технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и обновления Нурекской гидроэлектростанции, который будет реализован в 2 этапа в течение 10 лет. Затем делегация правительства страны ознакомилась с ходом берегоукрепительных работ и подготовки к новому поливному сезону в районах Фархор, Мирсаид Али Хамадони, Восе и в городе Кулябе. В ходе ознакомления в городах и районах Кулябского региона было отмечено, что в настоящее время с привлечением отраслевой техники и механизмов продолжаются берегоукрепительные работы при финансировании правительства страны и привлечении инвестиций в районы Фархор, Мирсаид Али Хамадони, Восе и город Куляб. Также в городе Куляб премьер-министр страны ознакомился с ходом строительных работ на производственных предприятиях. Для восстановления деятельности производственных предприятий и цехов на основе успешной политики основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона принимаются конкретные меры. Так, в настоящее время в городе Куляб ведут свою деятельность 52 цеха и предприятия, в которых обеспечены постоянным местом работы 1200 человек из числа местных жителей. Только в последние месяцы в результате восстановления деятельности предприятий и цехов в городе охвачены работы свыше 200 человек. В своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, объявил индустриализацию страны 4-й стратегической целью. Премьер-министр страны в ходе ознакомления потребовал от ответственных лиц направить деятельность производственных объектов города по выпуску импортзамещающей и конкурентоспособной продукции с тем, чтобы достичь 4-й национальной цели – ускоренной индустриализации страны. Мы продолжаем наш выпуск. В результате обильных снегопадов и опасности схода лавин автомагистраль Душанбе-Чанак закрыта для движения автотранспортных средств на основе совместного предписания Министерства внутренних дел и Министерства транспорта Республики Таджикистан. Движение транспорта из города Худжан в город Пинджикент, Айнинский и Горно-Мачинский районы при этом обеспечено, как расскажет Карим Хайдар.
текущем году в результате обильных снегопадов и схода снежных лавин это уже в третий раз, как на автомагистрали Душанбе-Чанак прекращается движение автотранспортных средств на основе совместного предписания Министерства внутренних дел и Министерства транспорта Республики Таджикистан. Напомним, 20 января и 6 февраля текущего года из-за сильных снегопадов и опасности схода лавин движение всех видов автотранспортных средств от 47-го километра по направлению в Худжан и от 81-го километра Анинского района по направлению в город Душанбе временно было приостановлено. Благодаря усилиям работников компании Innovative Road Solutions Ltd в Республике Таджикистан в кратчайшие сроки были расчищены снежные заносы и сугробы. Так, 21-22 января текущего года работники этой компании расчистили 33 малых и крупных лавин. 6 февраля данная автомагистраль была закрыта всего лишь полдня, и после того, как расчищены сугробы, образовавшиеся из-за схода 56 снежных лавин, была обеспечена безопасность движения автотранспортных средств. Обильные осадки в виде снега за последние сутки стало причиной временного закрытия дороги для движения автотранспортных средств от 47-го километра автомагистрали Душанбе-Чанак по направлению в Худжан и от 81-го километра по направлению в Душанбе. И несмотря на сложившуюся ситуацию с использованием мощной дорожно-эксплуатационной техники и механизмов, дорога будет расчищена и обработана противоскользящими реагентами. Снегопады и опасность схода снежных лавин в основном наблюдается на 48-81 километрах данной трассы. На всех участках автомагистрали Душанбе-Чанак сугробы, на отдельных участках высота снежного покрова достигает 1 метра. В этом плане от водителей требуется понимание относительно намерений компании, исходящего от совместного предписания Министерства внутренних дел и Министерства транспорта Республики Таджикистан, и что в необходимых случаях прекращение движения транспорта направлено прежде всего с целью обеспечения безопасности водителей и пассажиров. Ответственные лица компании Innovative Road Solutions Ltd в Республике Таджикистан отмечают, что принимают все усилия для обеспечения беспрепятственного и регулярного передвижения граждан по автодороге, однако в случае серьезной и беспрерывной опасности схода снежных лавин работники компании не заинтересованы, чтобы наши соотечественники осуществляли поездки, ибо охрана жизни для работников компании превыше всего. В этом плане от граждан требуется учитывать данное предписание. В свою очередь, компания Innovative Road Solutions Ltd в Республике Таджикистан в кратчайшие сроки осуществит расчистку сугробов и заносов и обеспечит движение всех видов автотранспортных средств. Карим Хайдар, Дилшод Хушмах, телевидение Таджикистан. За последние годы в результате строительства международных автомагистралей и присоединения Таджикистана к дорогам Китая, Афганистана, Кыргызстана, открытие железной дороги и 16 пограничных пунктов с Узбекистаном, наша страна вышла из коммуникационного тупика и таким образом осуществилась вторая стратегическая цель. В период государственной независимости Республики Таджикистан в стране за счет государственных инвестиционных проектов построены и реконструированы более 2100 километров автомобильных дорог, имеющих как международное, так и республиканское значение, и более 1000 километров внутренних автомобильных дорог за счет других источников финансирования. Только в 2018 году завершилось строительство и реконструкция почти 200 километров внутренних и международных дорог и 45 мостов. В настоящее время в сфере транспорта осуществляются 14 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 7,5 миллиардов сомони. Правительство страны принимает дополнительные меры с целью дальнейшего расширения сети транспортных коридоров и укрепления транспортной инфраструктуры, выхода на морские порты, создания приграничных терминалов и логистических центров, обновления материально-технической базы и парка транспортных средств, а также увеличения перевозок товаров и продукции. Также с целью увеличения пассажиропотока и объема грузовых перевозок с учетом географического положения Таджикистана принимаются меры для превращения страны в воздушную транзитную магистраль. К другим темам. О том, что курение опасно для здоровья, знают все. Ученые приводят факты, что каждый третий курильщик приходит к мысли о том, что пора бросать эту вредную привычку. Причиной смерти каждого 10-го заядлого курильщика является рак.
Именно рак легких в 90% заболеваниях наиболее часто возникает у людей, которые регулярно курят на протяжении последних лет. Курильщики более подвержены заболеваниям по сравнению с людьми, ведущими здоровый образ жизни. При курении сигарет никотин всасывается в кровь и действует подобно наркотику. Человек получает удовольствие и становится зависимым от табака. Кроме того, опасность представляют смолы и еще десятки токсических веществ, содержащихся в табачном дыме. Они оседают внутри бронхиального дерева, снижая местный иммунитет. Человек начинает кашлять, жаловаться на одышку. У него чаще развиваются бронхит, пневмония и другие недуги бронхов и легких. Заядлым курильщикам с большим стажем угрожает хроническое обструктивное заболевание легких. Пагубное влияние курения сказывается не только на внутренних органах, но и отражается на внешнем виде. На кожу курильщика обрушивается удар всего химического коктейля, который образуется в результате сгорания табака. Аммиак, синильная кислота, бутан, никотин, карболовая кислота, формальдегиды, пиридин, мышьяк, кадмий и другие. Кроме прямого повреждающего действия, есть еще и опосредованный механизм, через который курение вызывает преждевременное старение кожи. Каждая сигарета нейтрализует в организме 35 мг витамина С, аскорбиновой кислоты, который не может производиться внутри нашего организма и должен поступать извне. Одна из многочисленных функций витамина С – защита коллагена, вещества, которое отвечает за гладкость и упругость кожи. В отсутствие аскорбиновой кислоты коллаген разрушается, что способствует преждевременному образованию морщин, особенно вокруг глаз и рта. При курении кожа истончается. Недостаток кислорода приводит к плохому кровообращению, что вызывает истощение кожного покрова. Чем дольше человек курит, тем меньше шансов обратить дегенеративные процессы в коже и вернуть ей упругость и здоровый цвет. Независимо от того, существует или нет легкий способ бросить курить, бросать сигареты надо. Спасите себя, откажитесь от сигарет. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение Таджикистан. Сразу две страны в Южной Америке серьезно пострадали от наводнения. Снежный шторм в Боснии и Герцеговине привел к закрытию автомобильных дорог, отмене авиарейсов и спортивных соревнований. Ученые считают, что массовое ожирение населения США запустило стремительное развитие сразу 6 видов раковых опухолей. Об этих и других событиях в мире подробнее мои коллеги. Сразу две страны в Южной Америке серьезно пострадали от наводнения. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов. Есть погибшие. В соседнем Перу в результате наводнения и оползней погибли 10 человек. Разрушены жилые дома, больницы, мосты и дороги. Без крова остались сотни жителей. Сильно пострадали сельскохозяйственные угодья. В Чили жертвами стали 9 человек. Повреждены десятки домов. Повсюду многочисленные оползни, разрушены дороги. Продукты удается доставлять с большим трудом. Вода уже сошла, и власти подсчитывают убытки. Снежный шторм в Боснии и Герцеговине привел к закрытию автодорог, отмене авиарейсов и спортивных соревнований. Из-за снегопада, метели и гололеда полностью остановлено движение в ряде горных районов Боснии. Ученые считают, что массовое ожирение населения США запустило стремительное развитие сразу 6 видов раковых опухолей. По данным ВОЗ, каждый третий человек на планете имеет проблемы с лишним весом. 15% из них страдает от тяжелых форм ожирения. Группа ученых решилась исследовать, как лишние килограммы влияют на частоту раковых опухолей в США, где 66% населения охвачены эпидемией ожирения. Данные десятилетних исследований подтвердили, что ожирение может запускать раковые заболевания 6 видов из 12 возможных. Французская полиция задержала водителя инкассаторского фургона, пропавшего вместе с перевозимыми 3,5 миллионов евро. Ранее сообщалось, что фургон компании «Люмис» в понедельник утром прибыл в коммуну Абервилье на севере французской столицы. Двое сотрудников направились с частью денег в местное отделение, оставив водителя за рулем. Когда инкассаторы вернулись, фургон исчез. Через некоторое время спецавтомобиль был обнаружен в нескольких кварталах от остановки, но ни водителя, ни оставшихся денег в нем уже не было. Водитель фургона, 28-летний Адриан Дербес, был задержан во вторник вечером. У него была обнаружена значительная часть пропавших денег. Ведутся розыскные мероприятия по поиску возможных сообщников задержанного.
Ну и последнее. Самую длинную морковь вырастили в Южном Уэльсе, Великобритании. Ее длину занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Рекордный размер 5,84 метра. Ну а самой тяжелой оказалась морковка весом 8,61 килограмма, выращенная в 1988 году на Аляске. Шотландские ученые Дэвид Хепфорд и Эрик Кит в 2007 году изобрели биологический и высокотехнологичный материал на основе моркови, который может быть использован для производства сноубордов, автомобильных компонентов и другой важной продукции. О полезных свойствах этого вида овоща, который пользуется большим спросом и у нас в Таджикистане, в нашем следующем сюжете. Морковь, польза которой известна даже детям, один из самых доступных и вкусных овощей. Морковь имеет оранжевый цвет благодаря каротину, который, попадая в организм человека, преобразуется в витамин А. Эта культура богата витаминами группы В, Д, Е, ПП, С и К. Также овощ содержит жизненно важные микро- и макроэлементы – железо, фосфор, кальций, магний и калий. Благодаря своему составу морковь укрепляет стенки сосудов и сердечной мышцы, устраняет холестерин, предупреждает инсульт, атеросклероз, варикозное расширение вен. Полезные свойства моркови помогают справиться с куриной слепотой, ухудшением зрения, патологиями сетчатки. Оранжевый корнеплод – хороший антиоксидант. С этой целью рекомендуется употреблять вареную морковь. Овощ также помогает справиться с желчекаменной болезнью. Экстракт овоща широко используют в косметологии. Доктора выяснили, что морковная кашица также способствует заживлению гнойных ран, дезинфицирует и обезболивает. Доказано, что морковный сок положительно влияет на формирование иммунитета, нормализует обмен веществ. Морковь используется при простудных заболеваниях, а также предотвращает раковые заболевания. Калорийность моркови невысока, всего 41 калория на 100 грамм продукта. Морковь, польза которой не уменьшается при термообработке, употребляют как в сыром, так и в вареном виде. Отметим, что первая морковь, которую обнаружил древний человек, была фиолетового цвета. Ее стали выращивать из-за душистых семян и зелени. Позже появились красные, желтые и белые сорта моркови. Оранжевой морковь стала только в 17 веке. В Калифорнии ежегодно проходит фестиваль моркови. Каждый февраль в течение целой недели по городу идут парады платформ, украшенных морковью. Горожане могут посоревноваться в приготовлении лучшего блюда из моркови или следить за кулинарными поединками профессионалов. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, телевидение, Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы и не переключайтесь.